Салам, хорматлы ватандашлар. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Разного рода новости отовсюду приходят, связанные с трагическими ситуациями и связанные с теми проблемами, с которыми сталкивается наше население, наш народ. Одним из таких, который сейчас буквально наэлектролизовал все это инакомыслящее пространство, это, конечно, то, что людей забирают из Турции или России, и никто ничего не может сказать. Это такая продуманная схема. Это не то, как забирали Фархада, потому что тогда можно было выяснить. То есть они не думали, что часть населения, даже пусть это люди в погонах, или те, которые окружают его лично, они не согласны с этим правлением этого идиота отца. И вот сын тоже придурка, наркомана конченого. Так? Наше государство в руках ОПГ, но это просто ужасно, что происходит. Поэтому, когда мы уже сказали об истории Фархада, Азата Исакова, они поменяли уже стратегию. Я спрашивала меня супруга одного из пропавших, Алишер Сахатов и Абдулла Орусов, спрашивала, и я пытался выяснить. И несмотря на все ухищрения и хитрости, мы, конечно, уже знаем, что да, действительно, оказывается, вывезли сразу, когда пропали в июле, их сразу вывезли. То есть и в Турции, и в Туркменистане сделали отдельный эшелон, через который они могли пройти, и этого не знают ни люди, которые летят туда, гражданские, не военные, никто, тем более их не адвокаты, они же ведь все с нанятыми адвокатами. Адвокаты стоят там, зевают в потолок, ничего не могут сказать. На самом деле они, здесь так, и говорят не о двух людях, как выяснили наши источники, говорят о 4. Это 2 парня с Либаба, 1 с Мары и 1 русский парень с Германии. Информация такая. Но относительно этих 2 пропавших последних из Турции, так, Алишер Сахатов и Орусов Абдулла, у этих ребят немножко сложная ситуация, потому что к ним относятся предельно жестоко, так, и ограничивают питанием, то, что нам известно, и, конечно, эти ежедневные пытки. Это очень тяжелое испытание для человека, потому что я сам знаю, что такое, когда человека убивают голодом. Но сейчас буквально у нас накануне праздника 27 сентября День независимости, так, а 12 декабря 30 лет нейтралитета. И, как я выяснил, изначально была стратегия так, чтобы провести амнистию, а только потом, судить этих людей, и уже эти сроки, чтобы не подлежали амнистии и так далее. Сейчас говорят, что якобы они хотят побыстрее провести судебные процессы и включить их в список осужденных, которые будут там сидеть либо в Авадан-Тепе, либо или еще где, как они определят. Так вот, здесь как раз я хочу обратить внимание на тот факт, что все эти события происходят не без участия Министерства иностранных дел Туркменистана. Мы кого угодно виним, мы говорим про руководство государства, мы говорим про МНБ, но эта плешивая лиса, Готуртылки, Рашид Миредов, это же его службы, это они должны. И почему созданы такие условия, когда у людей кончаются, сроки паспортов, и это дает полное право ловить их, держать в тюрьмах в Турции или в России, депортировать, и после этого только на этом основании ставить их на депорт,
или сажать в тюрьму по самым таким непредсказуемым статьям. Те ребята, которые, значит, выступали и говорили, вот эти активисты, во всяком случае, они говорили, естественно, там сложная ситуация. Мы видим всего лишь вершину айсберга, а эта ситуация приобрела уже масштаб страны. То есть те люди Туркменистана, наши граждане, которые покидают и едут в поисках работы, создаются условия для того, чтобы потом на них можно было возбудить уголовное дело. Я хочу напомнить о том, что во главе страны сидит вот этот вот Харамдаг, так, Миллипидер Харамдаг, и его сын засранец, Сердар засранец, конченое чмо, необразованный наркоман. Я говорю о том, что этот человек, мало того, что вот на президентские выборы все-таки Харамдаг сумел протолкнуть своего сына, которому на момент выборов было не 40, а 39 лет, потому что там были подделаны документы. А потому что, посмотрите, человек абсолютно неадекватный. Мало того, что он наркоман, он не умеет представить себя, он не способен и не имеет права представлять страну как президент. Посмотрите только, как спит Гутерриш, когда выступает он в Авазе. Обратите внимание, когда он идет там, вот в Китае, все проходят, все руководители государств, вот иностранных, проходят вот с этими участниками, вот, значит, войны, Второй мировой войны, которые выжили в Китае, с уважением здороваются там все. А он как вот конченый наркош мимо прошел там боком, и ничего нету абсолютно. То есть человек не от мира сего. Он пытается это компенсировать том, что там ходит его дочь, разодетая, где-то улыбается. Это не меняет сути происходящих событий. Посмотрите, страна фактически сейчас идет на автопилоте. Вот они построили диктатуру, и люди боятся, значит, полиции, МВД, КГБ, прокуратуры и так далее. И они сами вот занимаются торговлей, наркоторговлей, занимаются, значит, тем, что Рашид Мередов от них не отстает. Они вот здесь вот эти вот визами торгуют. Эти визы потом люди остаются за рубежом. Нет, чтобы помочь им, они наоборот высчитывают их и связываются с теми местными структурами в Турции, в России или где в Белоруссии, для того, чтобы показать на них, сказать, давайте ловите, отправляйте и так далее. В общем, положение туркменистанцев в этом смысле очень незавидное. Рашид Мередов – конченый человек, предатель нации, предатель народа. Ты ради того, чтобы твоего зятя-наркомана не трогали, ты на все идешь. Вот ты сейчас доживаешь уже вот свой век вот в роли вот этого министра иностранных дел. Но все проблемы, практически все проблемы, которые возникают у наших граждан за рубежом, они же связаны с Министерством иностранных дел. Никто продлить не может, никто. Но сделайте так, чтобы это было в пользу народа. В это время, пока все эти события происходили, в самом Туркменистане тоже, я говорю не только о внешнем, значит, факторе, внутри государства пришел сель, село Нохур. Дважды, значит, пришел сель. Один раз там, значит, пропало 2 мальчика, и одного нашли, одного не нашли. И говорят, еще там, значит, пропала 1 женщина. Вот. Она вот за этими детьми она пыталась спасти. Точно так же через 4 дня опять пришел сель. И вот эти вот природно-климатические факторы, так, они прям становятся проблемой для Туркменистана. Почему Туркменистан не способен отозваться на вот эти вот возможные факторы риска климатические? В Лебабе происходит, Ташаузе, Мары, везде происходит, и здесь происходит. И как только это происходит, все время наши службы не готовы. В Лебабе горел 4-этажный дом.
Никого не подпустили. Там ни пожарные команды не успели, никто. 4-этажный дом, 4 мальчика, 4 ребенка сгорели заживо там. Матери рвались туда, не пустили. А они ходят и наоборот, чтобы, не дай бог, кто-нибудь сфотографирует. Не дай бог, кто-нибудь там увидит. Что это за страна? Что это за управление государством? Что внутри государства, слушай, люди заживо горят, тонут в селях. И в прошлом году так было. Либо когда там Апа-Тупан приходит, вот это вот, опять эти крыши ломаются, летят, все, люди гибнут. А наше руководство совершенно не реагирует на это. С кого спросили за то, что вот была не готова? Кстати, Меллипидер, ведь сель пришел не только туда, в Нохур, сель пришел и через Янбаш, но он там немножко в сторону. А тот отельчик, в котором ты сам лично отдыхаешь, так, ты его назвал Харамдак, там же первый этаж затопило, ты быстренько там все отремонтировал. А этот сгоревший дом, этим людям квартиры, так, и компенсации, этот вопрос решен? Нет, он и не решится. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше эта диктатура и дольше сохраняется, тем больше проблем у простого народа. У тех, кто не связан с коррупцией, у тех, кто не лижет. Вот эти вот лизуны разные, они там еще как-то живут. А простому народу никто не хочет помогать и не считает нужным. Но это невозможно. Все равно ведь любая чаша, она наполняется. И вот как бы ты не пугал народ, ты видишь, ты не обращал внимания на то, что происходило в Либабе, когда ураган был, в Мары, в Ташаузе. Ты не обращал внимания. Ты не обращал внимания, когда в прошлом году везде там были вот эти вот сели горные пришли. По всему Ахалу. Ты не обратил внимания на сель, который прошел в Нохуре. Дважды он пришел. Но вот тебе звоночек. И народ, и в первую очередь Создатель миров, Аллах, ты увидишь это? Ты увидишь это при жизни. Потому что тебе уже первые звоночки идут. Именно в твой отель, где-то там, отдал замуж дочь засранца за этого сына министра иностранных дел. Там была свадьба. Никого не пускали. Именно туда пришла эта вода и затопила первый этаж. Ведь это не случайно. Но ты не признаешь это. Но все равно надо будет признать, потому что народ не смирится с этим. Так или не так, он выйдет на улицы. Будешь убивать, будешь кровь проливать, все равно народ выйдет. Потому что условия невыносимые. И при таких условиях народ имеет право. Халкın hakkı var.